Всем доброе утро! Начинаем новую неделю вместе с «Утро Якутии». Просыпаемся, настраиваемся и не забываем улыбнуться себе любимому. А еще лучше, если рядом есть те, с кем можно разделить радость и хорошее настроение. На календаре 19 июля. В эфире Полина Долинская. Чего нам ждать от предстоящего часа? Сегодня из нашей передачи вы узнаете. Дугуйдан Винокуров добрался до Москвы. Верхом на лошади он преодолел более 11 тысяч километров, пересек 17 регионов страны. Кто такие цифровые волонтеры и чем они занимаются? Оздоровительный лагерь детей мужества в Нерюнгри встречает вторую смену. Узнаем, как отдыхают нерюнгринские школьники. Отпуск в столице Дальнего Востока – это коктейли из потрясающих видов соленого воздуха, вкусной еды и моря. Как провести свой отдых во Владивостоке, расскажем в конце программы. Будьте с нами, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Утро Якутии», задавайте свои вопросы нашим гостям и присылайте поздравления по номеру 8 914 273 44 88. Но вначале, как всегда, о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 11, 17, 19 градусов. В заречной группе от 19 до 21. В южных в это утро в Алдане плюс 15 и плюс 17 в Нерюнгри. В Вилюйской группе 16-20 градусов со знаком плюс, а в Нижнеленских 11-24. В западных от 10 до 16 градусов тепла, в Колымо-Индигирской группе Улусов 3 градуса в это утро в Чукурдахе и плюс 18 в Уснере. В Янских от 9 до 12 тепла, на северо-западе от 4 до 10 со знаком плюс. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 19 градусов выше 0. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Ветер дует восточный со скоростью 2 метра в секунду. В течение дня без осадков, местами дым. Ветер восточный подует с порывами от 3 до 8 метров в секунду. Днем 29-31 градус со знаком плюс. Сегодня 19 июля. Заложена старейшая из башен Московского Кремля – Тайницкая. Последние годы 15 века Иван III задумал великую перестройку башен и стен Московского Кремля. Под башней вырыли тайник-колодец. В случае осады через него в подземный ход можно было снабжать Кремль водой. О других значимых и интересных событиях в нашей традиционной рубрике. 19 июля – День пирожков с малиновым вареньем в России, День юридической службы Министерства внутренних дел страны и День моря в Японии. По народному календарю, если луна ярко-белая, то температура понизится и не будет дождей. Если в небе показались желтые тучи, это к дождю. 19 июля 1485 года на Москве-реке заложили старейшую из башен Московского Кремля – Тайницкую. 19 июля 1790 года произошло Керченское сражение между русской и турецкой эскадрами. В этот же день, в 1900 году, в Париже открыли метро – одно из старейших в мире. 19 июля 1980 года открылись 22-е летние Олимпийские игры в Москве. В 1914 году в этот день на свет появился Сэмюэль Кольт – американский оружейник и промышленник, изобретатель шестизарядного револьвера. 19 июля 1893 года родился Владимир Маяковский, советский поэт. 19 июля 1934 года родился Александр Ширвинд, советский и российский актер театра, кино и эстрады, режиссер, сценарист и педагог. В 1935 году в этот день родился Василий Ливанов, советский и российский актер, сценарист и режиссер, народный артист РСФСР. 19 июля 1938 года родился Вахтанг Кикабидзе, советский и грузинский певец, актер, режиссер, народный артист Грузии. Именины в этот день отмечают Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Архип, Валентин, Василий, Виктор, Ефим, Иннокентий, Лукьян, Марфа, Ульяна и Федор. Вопрос, который сейчас волнует многих. Кто такие цифровые волонтеры? Чем они занимаются и чем они полезны? Об этом мы поговорим с нашим гостем. В гостях у нас Вероника Новгородова, аналитик центра «Мои документы». Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, цифровые волонтеры, кто это? Чем они занимаются, что входит в их обязанности?
Сейчас мы все знаем, да, что общество, государство меняется, да, переходит в цифровой вид, появляются цифровые документы, услуги переходят в электронный формат, да, можно налоги, штрафы оплачивать, не выходя из дома, через мобильные приложения, да. И мы чувствуем потребность населения, да, в обучении по цифровой грамотности. То есть каждый должен соблюдать цифровую гигиену, знать основы кибербезопасности. Для решения этих вопросов Центр «Мои документы» разработал, так скажем, проектную инициативу, да, «Цифровые волонтеры». Благодаря Институту развития профессиональных компетенций и квалификаций ОПЕН-СВФУ мы разработали первый курс по подготовке цифровых волонтеров. Кто же такие цифровые волонтеры? Да? Да. Это, получается, у нас граждане, которые вовлечены обучать население цифровой грамотности на безвозмездной основе. То есть это тот самый внук, к которому бабушка подходит и рассказывает, как мне в Одноклассниках зарегистрироваться, да? Да. Но уже более масштабно. А что входит в обязанности, вот какие именно базовые правила должны как раз-таки знать те самые цифровые волонтеры? В плане того, чтобы, может быть, есть какая-то как раз-таки интернет-гигиена, чтобы не попасться на мошенников. Да, как раз-таки для этого мы разработали курс, чтобы обучать наших волонтеров, да, как раз-таки как нужно консультировать граждан, да, цифровой гигиене, чем они должны заниматься и так далее. Это все есть в нашем курсе. Вот. И какой спрос на вот эту вакансию? То есть она же сравнительно недавняя. Как можно стать? Стать волонтером можно легко и просто. Можно зарегистрироваться на образовательном портале СВФУ, онлайн svfu.ru, заполнить все необходимые поля, ввести кодовое слово «волонтер», обязательно через букву «ё», да, и пройти конкретно наш курс по подготовке волонтеров. А среди студентов или другого взрослого, более поколения уже есть интерес к этой профессии? Конечно же, цифровым волонтером может стать каждый, начиная от школьника до гражданина пенсионного возраста. То есть всегда есть спрос на электронные услуги. Если ты поступаешь, допустим, в колледж, да, заканчивая тем, что тебе нужна справка с пенсионного фонда. Поэтому цифровые волонтеры нужны всегда и везде. То есть, если я правильно понимаю, это даже не такая должность, да, такая профессия, которая помогает другим. То есть тут мы в первую очередь помогаем сами себе? Да, совершенно верно. Я думаю, что каждый должен знать, да, кибербезопасность и цифровую гигиену. Каждый должен знать, как пользоваться мобильным телефоном, да, приложениями и так далее. Потому что сейчас же ничего не стоит на месте, все меняется. Все развивается как раз-таки в цифровую сторону. Но мы видим, что у населения есть нужда и потребность, да, в обучении как раз-таки по цифровой грамотности. И вот для этого нужны наши цифровые волонтеры. Мы надеемся, что их будет в ближайшем времени намного больше, и они у нас будут в каждом районе республики. Все-таки это учеба, это какие-то курсы общеобразовательные. Да. Есть ли уже какой-то первый поток студентов, и по завершению курса выдается ли какой-то сертификат о том, что подтверждающий прохождение вот этого курса? Дело в том, что курс у нас только запустился, да, мы ожидаем первый поток как раз-таки наших цифровых волонтеров, и по итогу обучения они обязательно получат сертификат, но при условии, если будут пройдены все два блока. У нас по обучению есть два блока. Это первый основной блок, состоит из 5 модулей. Итогом нужно будет сдать тест из 20 вопросов. Ну, тест, он, честно говоря, простой, да, он нужен для закрепления знаний информации к пройденной теме. И главный блок, это второй, дополнительный, он как раз-таки связан с подготовкой цифровых волонтеров. Но бывают, получается, у нас граждане, да, которые хотят просто поднять свою цифровую грамотность. Для таких желающих мы предлагаем пройти наш курс только по основному блоку, но при этом сертификат не будет выдан. Вот основной блок и полный блок для того, чтобы стать цифровым волонтером, по сроку обучения они отличаются? Да, основной блок занимает где-то примерно 2 часа, а последний блок дополнительный, да, там полчаса нужно будет. Это платные курсы? Это бесплатные курсы, совершенно бесплатные. Каждый желающий может их пройти. Ну, вы знаете, я думаю, сейчас стоит обратиться к нашим телезрителям и тем, кто хочет стать цифровым волонтером, а также просто повысить свою информационную грамотность как раз-таки на интернет-пространстве. Куда нужно обратиться, где нужно зарегистрироваться, какие документы необходимы?
Мгм. А для того, чтобы зарегистрироваться на портале, да, вам нужны всего лишь сведения об имени, фамилии, адрес электронной почты, а также придумать логин и пароль. Логин должен обязательно состоять из латинских букв, строчных, то есть не заглавных, больших букв не должно быть. И нужно указать адрес проживания, то есть это просто можно указать город и страну. Также, еще раз повторюсь, да, можно зарегистрироваться на курсы на образовательном портале онлайн svfu.ru. Подробную информацию о цифровых волонтерах можно узнать в телеграм-канале Центра «Мои документы» МДСХ и в телеграм-канале Института Open, нижнее подчеркивание, СВФУ. Вероника, а подскажите, это опыт, который уже временем такой подсказанный, либо наша республика самые первые, кто вот как раз-таки решил вводить эти в курсы? К сожалению, в других регионах тоже есть свои цифровые волонтеры. К сожалению. Да? К сожалению, да. Но мы, так скажем, от них не отстаем. Поэтому думаю, что наши цифровые волонтеры, они всегда будут актуальны и очень сильно полезны для населения. То есть сейчас мы перенимаем опыт? Так скажем, мы шагаем одновременно. Одновременно, да. А подскажите вообще, как сама вот эта вот система, вот эта структура, она себя оправдала в других регионах? Спрос, он как-то уже показывает? Да, совершенно верно. У нас получается, есть опыт, да, других регионов, как, допустим, в Воронеже, да, у них есть тоже свои цифровые волонтеры, у них спрос там очень большой тоже, да, и есть просто обучение по цифровой грамотности. Мы тоже надеемся на большой поток, так как мы чувствуем, да, потребность населения по обучению цифровой грамотности. Также вот у нас в МФЦ, Центре «Мои документы», были открыты секторы пользовательского сопровождения. То есть это экраны, которые стоят у заявителя и у специалиста, да? То есть это двойной компьютер. Когда заявитель набирает, хочет получить услугу на госуслугах, он получается, заполняет поля, а специалист видит, что делает заявитель. И при необходимости специалист может его проконсультировать. То есть мы чувствуем потребность населения как раз-таки по обучению цифровой грамотности. И делаем все возможное, чтобы облегчить, да, эту трансформацию, эти изменения для населения. Вероника, большое спасибо. Действительно, очень полезная новая профессия. Ну и, конечно же, и информация для тех, кто хочет стать более грамотным в интернет-пространстве. Друзья, так что берите на вооружение. Мы вернемся к нашей программе буквально через короткую паузу. Доброе утро, Якутия. В студии Кристина Якупова. Айсан Николаев поручил оперативно завершить подсчет ущерба пострадавшим от паводка. В ходе планерного совещания с руководством республики глава Якутии отметил, что ситуация с дождевыми паводками в целом успокаивается. Сейчас сохраняется угроза по одному населенному пункту. По всем остальным отметка воды ниже опасных явлений. На текущий момент на первый план выходят оперативные работы по подсчету ущерба от ливневых паводков, оказание материальной помощи пострадавшим людям и проведение восстановительных работ. Республиканские выплаты желательно осуществить уже на этой неделе, отметил Айсан Николаев. Спасатели помогают жителям села Баранук Верхоянского района осуществлять просушку помещений, освободившихся от воды при помощи мотопомп. Также в село Хайсардах, где еще остаются затопленными несколько приусадебных участков, направлена еще одна группа спасателей. Осуществляется возведение заградительных сооружений из грунта на низменных участках для защиты населенного пункта. На вертолете Ми-8 МЧС России в село Хайсардах были доставлены 1,5 тонны продуктов, медикаментов и питьевой воды. В Верхоянске, от которого отступила вода, спасатели расчищают ручьевые каналы водоемов и насыпных дамб. Во всех пострадавших от дождевого паводка населенных пунктах населению оказывается необходимая адресная помощь, доставка питьевой бутилированной воды, первоочередных продуктов питания.
Восстановительные работы после паводка начались в Кобяйском районе. В село Себянкель прибыли специалисты компании «Прогноз» и 5 единиц тяжелой техники. Идут работы по очистке каналов и ручья, восстановление внутрипоселковых дорог, водоограждающей насыпи, авиаплощадки. Началась прокладка минполосы. Также компания доставила гуманитарную помощь, комплекты зимней спецодежды. Комиссия продолжает работу по оценке пострадавших жилых домов и имущества. На данный момент принято 169 заявлений от сельчан. В деревне организованы субботники. Один летний день кормит весь год, поэтому в хозяйстве Юрия Мухаметова заготовка грубых кормов выходит на первый план. Глава хозяйства поселка Маган держит 12 табунов лошадей с общей численностью более 100 голов. Со 2 июля начали косить сенокосные угодья. Заготовлено более 55 тонн сена. Это 180 рулонов. Юрий Мухаметов родом из Амги, давно занимается коневодством. Есть своя база. Также крестьянское хозяйство выпахивает для дополнительного корма многолетнюю траву на 35 гектар. Как рассказывает глава хозяйства, в этом году травостой неплохой, но из-за засушливой погоды есть трудности. В общей сложности где-то 180 рулонов закрутили. Травостой нынче тоже неважный, идет засуха, но по сравнению с прошлым годом все равно лучше. Поэтому кто успел, вот это воспользовался этой погодой, я думаю, тот заготовит сено. Но в планах не останавливаться. У нас еще есть поля не скошенные, поэтому планируем сенокос продолжить, в том числе и по вновь посеянным многолетним травам. Конная экспедиция от полюса холода до Белокаменной подошла к финишной прямой. Главный герой Дугуйдан Винокуров добрался до Москвы верхом на лошади. Он преодолел более 11 тысяч километров и пересек 17 регионов страны. А весь его путь от Имикона до столицы занял 1 год и 4 месяца. В Казани к конному путешествию Дугуйдана присоединился его сын Дархан. Сейчас они в Москве отдыхают после долгой дороги. С энтузиастами встретилась моя коллега Айсена Бурнашова. Этого белогривого жеребца зовут Хаастах, а рядом Хонгор – лошади аборигенной якутской породы. Именно они стали верными товарищами путешественников, и именно они доказали миру, что якутские лошади самые выносливые. Он не особо любит ласки. Пересекли проселочные дороги и федеральные трассы, шли в минус 50 и в жаркие плюс 35. В день проходили от 50 километров и больше и благополучно добрались до Москвы. А это достижение всей республики, я считаю. И благодарен всем, кто мне помогал, кто меня поддерживал, кто верил в меня. Сама же идея отправиться в конный тур пришла к Дугуйдану еще в 2018-м. И вот 5 марта 2021 года, получив благословление отца, он отправился в путь. Я подхожу к отцу и говорю: дай мне лошадей. Он говорит: ты возьмешь Хастаха и Хонгора. Я говорю: дойдут он? Да. Вопрос в тебе. Ты ли дойдешь? Я такой: я дойду. Вот и дал мне вот этих лошадей. Дугуйдана поддержал Мичул Неустроев. Путь от Аймикона до Новосибирска они прошли вместе. А дальше уже в Казани к Дугуйдану присоединился сын Дархан. Мальчику всего 9, но уже половину жизни он на коне. Из Татарстана до Москвы вместе с папой преодолел 700 километров. Хастах мне больше всего нравится. Почему? Он понимает, что на нем сидит мужчина, мальчик. А Хонгор не понимает. Что злишься? Сейчас семья Винокуровых набирается сил в санатории Бесчагда. С понедельника им проведут полный чекап здоровья. Но, по словам главного врача, скорее всего, всадникам понадобится только отдых и сон. Дугуйдан и Дархан чувствуют себя отлично. В ближайшие 10 дней он у нас остановится, и у него будет возможность отдохнуть. И мне просто интересно, назад будет такой же маршрут. Ответ на этот вопрос Дугуйдан пока держит в секрете. В планах мелькает Петербург, а затем, возможно, и Европа. Очень много времени займет, наверное, по документам. Посмотрим, если получится, дальше поеду. Если нет, то вернусь домой. Лошадей на машине или на самолете, как получится. А я сам буду вместе с лошадьми. Цель будет достигнута, когда они домой дойдут.
то есть в родные края, в Аймекон. Ну а пока путешественники готовятся к национальному празднику Исэх, который состоится в московском парке Коломенское 30 июля. Дугуйдан и Дархан станут хедлайнерами события. Приедет Мичил, я так понимаю, да, значит, приедет его семья, жена, дочка, родители. Я думаю, что они будут в центре внимания. Айсена Пурнашова, Виктор Олесов, Москва. 3 леопардов выпустили в дикую природу в Северной Осетии из Центра восстановления Сочинского нацпарка. На кадрах можно увидеть, как дико 2 животных выпрыгивают из клеток прямиком в новую вольную жизнь. 3-й леопард постеснялся выходить из клетки сразу. А когда решился, сделал это настолько неожиданно, что за ним не успела камера оператора. Леопарды Лео, Хоста и Лаура жили на территории нацпарка с 2020 года. За это время они прошли специальное обучение, которое позволит им в дальнейшем выжить в естественной среде обитания. Перед выпуском леопардов усыпили и надели на них специальные спутниковые ошейники отечественного производства, которые позволят отслеживать перемещения на первых порах жизни животных в дикой природе. Программа для экологии, она, наверное, имеет такое же значение, как освоение Марса для космической сферы. Понятно, что это дело не одного года. Понятно, что нужны космонавты, нужно тренироваться. И вот Осетия тут впереди планеты всей. Россия, точнее, впереди планеты всей. И Осетия в том, что уже несколько выпусков прошло. Замечательно, что сейчас на территории есть и самцы, и самки. И, конечно же, следующий очередной этап – это получение приплода в дикой природе. К вольной жизни Лео, Хоста и Лаура начали 2 июня, когда рабочая группа Минприроды России одобрила их выпуск на волю. Мероприятие стало 4-м по счету с 2016 года. На место животных привезли на вертолетах в специальных клетках. Научные сотрудники надеются, что растущее число леопардов на Кавказе будет привлекать особей своего вида из соседних регионов Закавказья для формирования пар и дальнейшего расселения их потомства. А в Якутске впервые прошли работы по аэрации озера Сайсара. Работники Сайсарского округа совместно с водоканалом и Комитетом охраны природы провели пробный запуск аэратора. Это энергоэффективное устройство, позволяющее соблюдать кислородный баланс, а значит восстановить экобаланс любого водоема. На испытаниях бывала Ирина Григорьева. Петр Тастыгин тщательно проверяет оборудование. Сегодня впервые предстоит провести эксперимент по аэрации озера Сайсары. Это поршневый компрессор, благодаря которому вода принудительно насыщается кислородом. В процессе аэрации происходит дополнительное очищение воды, чтобы на дне водоема не скапливался ил и осадок. Поршневой компрессор, который может работать 24/7, 365 дней в году. И он подает воздух через резиновый шланг, дальше подключен садовый шланг. И дальше идет на конце шланга распылитель, который опускается на дно водоема и принудительно насыщает воду кислородом. Прежде чем начать аэрацию, нужно очистить озеро. Старые бревна, шины, строительный мусор, накопившийся за многие десятилетия, сделали свое дело. Озеро покрылось илом, накопился углекислый газ. Работники Сайсарского округа с утра на ногах. Сколько весит вот такое колесо? Килограмм 20-25. Ну, сколько вот такого добра у нас в озере лежит? Много. Много всего. Мусора очень много. Водоемы в городах нуждаются в помощи человека. Даже небольшие пруды играют важную роль в жизни мегаполиса. В загрязненных озерах не могут развиваться даже бактерии, а они имеют важную роль для экосистемы. Кислород необходим в воде независимо от времени года. В такую жаркую погоду кислород глубоко проникает в водоем, тем самым обеспечивает оптимальные условия для всех его обитателей. Осенью аэрационная система активизирует самоочищение водоема. Это один из самых важнейших этапов подготовки водоема к зиме. Специалисты водоканала взяли пробы воды на химический состав, чтобы после проверки заселить озеро бактериями для восстановления микрофлоры. Постоянный мониторинг – важная часть работы по аэрации. Через 10 дней после установки аэратора проверим еще раз на биологию, идет ли очистка, улучшается ли качество воды. И будем постоянно проверять химлаборатории нашей. В холодный сезон аэрационные работы нейтрализуют опасные газы, скапливающиеся под слоем льда. Активный приток кислорода весной помогает бактериям активизироваться и улучшить экобаланс водоема.
Это опыт больших городов. Они этим уже давно занимаются, восстанавливают свои пруды, содержат эти пруды в хорошем состоянии, так сказать, чтобы была нормальная флора в этих прудах. И я считаю, что мы должны реанимировать, сохранить и приумножить то, что мы имеем. Старожилы района Ирина Вячеславовна вспоминают, в детстве они купались в этом озере. Это было место встречи и отдыха. Теперь от этого остались лишь воспоминания. Была маленькая, я жила на Конечке, еще мы здесь с 30 какого-то года родители жили. У меня отец был начальником гидрометслужбы здесь. Вот. И это озеро было маленькое, мы купались в нем, я лично. Экологи отмечают, здесь водятся утки, значит, водоем все еще можно спасти. И, возможно, озеро Сайсары, как и прежде, станет местом для отдыха горожан, где раньше купались и катались на лодках. И даже появится утиное шале. Ирина Григорьева, Степан Атастыров, Якутск. Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Мужество» встречает вторую смену. Нерюнгринские школьники в возрасте от 7 до 15 лет здесь не только отдыхают, но и развивают свои творческие способности. Этот сезон так и называется – «Искусство, театр, детство». – 12 отрядов, и в каждой свой девиз, свое название и даже свой тотем. Дети у нас перевоплощаются в актеров, и юных театральных мастеров будут ставить свои спектакли, свои сценки. Собственно говоря, на закрытие они представляют, каждый отряд представляет свой, так скажем, этюд, свой мини-спектакль, в котором поучаствуют все дети из отряда. То есть дети на второй смене у нас развивают свои творческие, креативные способности, артистизм, умение выступать на сцене, навыки публичного выступления и все в этом роде. Каждая смена длится 21 день. Программа сезона насыщена разными спортивными, познавательными и развивающими мероприятиями. Вожатые лагеря в течение всего учебного года проходили тщательную подготовку и занимались разработкой планов, причем у каждого воспитателя свое направление. Перед открытием лагеря проводились ремонтные работы, естественно, да, обновлялись корпуса, ремонт столовой, все ежегодные запланированные мероприятия. Конечно, подготовка педагогического состава длится у нас с сентября месяца. То есть вожатые готовятся у нас заранее к смене. Проходят курсы, посещают всероссийские детские центры. И все традиции мы воплощаем здесь, в лагере «Мужество». В этом году в первую смену лагерь принял 250 ребят. Вторая смена составляет 297 человек. Многие из них уже не в первый раз отдыхают в лагере, и почти все они хотят вернуться сюда вновь. Мне здесь нравится то, что мы просто целыми днями гуляем, репетируем всякие наши номера на сцену. И здесь очень нравится, тут хорошие воспитатели, вожатые, очень интересно, ищут подход к каждому ребенку. Интересные игры, веселые, постоянно всякие конкурсы. Мы также играем в настольные игры, рисуем, делаем всякие поделки, и все это происходит совместно. У нас были квесты, которые мы проходили в прошлом сезоне, в первом сезоне. Мы заняли первое место, и у нас было звание лучшего отряда. После этого, когда мы все разошлись, все плакали по окончанию первого сезона, но те, кто пошел на второй сезон, не плакали. Но мне все равно было жалко, потому что многие мои друзья уходят, и это очень жалко. Каждый год в лагере разная тематика. Этот сезон направлен на развитие творческого потенциала. Не обходится и без спортивных состязаний. Также в программе игры, квесты, конкурсы и, конечно, новые знакомства и незабываемые впечатления. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Сегодня в нашей рубрике «Книжная полка» мы расскажем об одной из самых ярких книг 2019 года. История и смелой и веселой девочки Нулгинет из семьи оленеводов сразу полюбилась всем читателям от 6 лет. Ведь эти истории выросли из воспоминаний писательницы Марии Федотовой о своем детстве. Своими впечатлениями с нами поделилась Кэролене Бурцева. Здравствуйте, меня зовут Бурцева Короляне. Я учусь в первом классе национальной гимназии АИК КГТ. Читать научила моя бабушка, когда я еще ходила в детский сад. И тогда мама нас с младшим братом отвела в центр детского чтения. Где было очень много книг обо всем на свете. Но больше всех нам понравились книги шведского писателя Свена Нортукса о Пиццене и его котенке Финдусе.
В них полно доброты и веселья, а еще много интересных иллюстраций, которые можно смотреть часами. Но сегодня я вам хочу рассказать о своей любимой книге «Игра камешки», которую написала Мария Федотова Нурганет. В книге рассказывается про маленькую отважную девочку по имени Нурганет. Она живет в семье оленеводов в тундре. Ее лучшие друзья – оленята и собачки. А игрушками служат разноцветные камешки. Она не страшится волков, а однажды ей пришлось даже лечить раненого орла. Все эти истории выросли из воспоминаний писательницы Марии Федотовой Нурганет. Читая ее рассказы, чувствуешь доброту и любовь к окружающему миру. Советую всем прочитать эту чудесную книгу. Мы продолжаем вам рассказывать о происхождении вежливых слов. Эти слова в русском языке еще называют волшебными, потому что эти слова действительно творят чудеса. Если утро начинается с волшебного слова, то и хорошее настроение человеку обеспечено. Доброе утро, дорогие телезрители! Мы с вами продолжаем разговор о специальных словах вежливости, о так называемых формулах речевого этикета. Эти формулы речевого этикета мы используем в разных речевых ситуациях. Например, при знакомстве, при обращении, прощании, приветствии. Даже комплимент является формулой речевого этикета. А вот если мы с вами отвечаем на слово благодарности, то обычно мы с вами говорим слово «пожалуйста». У слова «пожалуйста» интересная история. Во-первых, оно было образовано от слова «пожаловать» при помощи частицы «ста». А это слово «пожаловать» образовалось от слова «жаловать», то есть «дарить», проявлять любовь. Это древнее слово обозначало буквально дарить что-либо без любви, без правового основания. Очевидно, слово «пожалуй» и более позднее слово «пожалуйста» обозначало «дарю, потому что люблю». Давайте говорить правильно. Всего доброго! Ну а самым рыбным краем на Дальнем Востоке по праву считается Приморье. Отпуск в столице Дальнего Востока – это коктейль из потрясающих видов соленого воздуха, вкусной еды и морепродуктов. А самое главное – впечатлений, которые будут греть долгой холодной зимой. С каждым годом количество туристического сервиса растет, поэтому все больше якутян выбирают именно Владивосток местом своего летнего отдыха. Во Владивостоке уже начинается туристический сезон. Уже сейчас можно поехать и получить фейерверк впечатлений. Отдохнуть у моря, посетить разные бухты, пляжи, острова, розовые пещеры и фермы морепродуктов. А также увидеть морских котиков в естественной среде обитания и многое другое. Туристический сезон у нас начинается с конца апреля. Как только открывают навигацию, мы начинаем. Лодки у нас теплые, закрываются от ветра, от дождя, ничего страшного. И заканчивается он уже конец сентября и вот где-то середина октября. Что касается туристов из Якутии, я буквально вот пару дней назад отмечал, что наплыв из Якутии очень большой. Я сам не ожидал. Очень приятное общение, люди добрые, прям любознательные. Мне работать вот с вашими людьми очень интересно. Поэтому людей много. Едут. Практически каждый день люди бывают из Якутии. Во Владивосток можно попасть разным путем, как наземным, так и воздушным транспортом. Самолет обойдется вам около 30 тысяч, а на поезде около 10. Также большое количество якутян добираются на автомобиле, как на личном, так и на общественном. Вообще вот эта бухта, она является такой, скажем так, ее особенность в том, что здесь на берегу очень много стеклышек. Стеклышек и камушков стеклянных, и всего такого очень красиво. Это потому, что здесь рядом был когда-то фарфоровый завод, и из-за того, что вот он там что-то производил, они изготавливали, на этом берегу оказалось вот так много стекла, разного разноцветного, и люди приезжали сюда
специально для того, чтобы набрать этих стеклышек. Им было очень интересно все это наблюдать. Это, мне кажется, это единственное место здесь, в Владивостоке, где столько много было стеклышек на берегу. Владивосток с его огромными мостами, сопками и переменчивой погодой кардинально отличается от большинства других городов России. И именно этим он привлекает туристов. Преодолеть тысячи километров до столицы Приморского края решится не каждый. Но тем, кто решился, Владивосток дарит массу впечатлений и желание вернуться. Это город, который можно исследовать бесконечно, каждый раз открывая что-то новое. Лидия Гасанбалаева, Владивосток. На выставку «Алмазный фонд Алроса» привезли изумруд. Однако это не зеленый минерал, а один из нескольких десятков видов огранки бриллианта. На витрине алмазной выставки гости могут увидеть бесцветные кристаллы разных форм фантазийной огранки. Маркиз, овал, принцесса, радиант, кушон и сердце. Последняя – одна из самых сложных. На выставке алмазного фонда Алроса в Мирном представлен бриллиант огранки сердце цвета D. Это высшая оценка цвета, которую получают только абсолютно бесцветные кристаллы. Действительно, очень красивые, и, как говорится, лучшие друзья девушек – это бриллианты. А мы сейчас хотим поговорить с вами об еще одном бриллианте в мире фотографии нашего города, а именно с Алексеем Павловым, основателем компании «Пространство». Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, про свою творческую платформу «Пространство», историю создания, что вас подтолкнуло на ее образование, как все это было? Пространство создалось в 2018 году. Вот. Это такой рубеж следующего этапа развития направления фотографии и видео. Подтолкнуло как раз тем, что у нас в Якутске, в принципе, был некий потолок развития фотографии, и должен был какой-то был толчок для того, чтобы развивать, сам развиваться, да, и развивать людей, фотографов, операторов в этом направлении. Вот, поэтому... Это изначально была как школа для фотографов, где они учатся, делятся опытом, или это все-таки была фотостудия? В первую очередь, конечно, это фотостудия, то есть это даже не фотостудия, а ресурсы для фотографов, операторов. Это потому что фотостудия – это не только помещение, это оборудование, которое нужно для того, чтобы это некий инструмент для фотографов и операторов. Вот. Сегодня вы празднуете свой первый такой маленький юбилей – 5 лет. Что за эти 5 лет изменилось? Мы, в принципе, можем сами сейчас наблюдать, что если в 2017 году еще как-то была актуальна фотография, сейчас все люди просто покупают гаджет с камерой получше на телефоне. И отходит ли это услуги фотографов? Я бы сказал, что наоборот актуальность вырастает, потому что, ладно, если сам себя фотографируешь, но когда тебя фотографируют, намного проще, это все-таки тоже стало некой работой. Те же самые семейные фотографии, свои личные фотографии всегда нужно запечатлеть и себя в этом времени, и это очень круто, как считаю. И как сейчас это довольно-таки актуально. Тогда, когда есть очень много тех же гаджетов, соцсетей, где можно сделать вторую жизнь, социальную жизнь. Угу. Как раз это... Угу. А вот какие ресурсы вы предоставляете для творческого развития вашим резидентам? Да, как я и говорил, потому что пространство – это все-таки в большей степени ресурсы. Но ресурсы – это есть человеческие ресурсы, это всякие эксперты, профессионалы в своем направлении, которые показывают, обучают молодежь. Вот. Также профессионалам нужны профессиональная техника, поэтому пространство тоже для них предоставляет уютный фотозал с оборудованием, даже с фотокамерами. Они используют, развиваются. А также ресурсы есть, финансовые. На площадках пространства люди, отдельное направление людей, резидентов, зарабатывают деньги, тем самым расширяя диапазон услуг для горожан.
Семейные фотосессии и вообще фотосессия – это что-то из разряда фотографии на память. Но сейчас, когда многие продвигают свой продукт через социальные сети, у нас сейчас идет период популяризации рилсов, есть ли у вас как раз-таки курсы для мобильных фотографов? Ну, в данный момент просто разрабатываются эти курсы, так как в основном, конечно, фотошкола наша основывается на обучении уже людей, которые хотят стать фотографами. Вот, и начать как бы эту стезию творческую. Вот. Но об этом думаем, потому что все-таки сейчас каждый человек может фотографировать сам, доставая свой сотовый телефон, и, в принципе, можно обучить этому. А как попасть в ваше общество, вот именно те, кто предпочитают классику, так сказать, базу? Ну, довольно-таки очень легко, просто нужно упорство, нужно желание. Конечно, мы там, с простерстыми руками там, не ждем людей, конечно. Все люди, которые хотят, они прям добиваются. И те, которые добились этого, ну, они сейчас развиваются и становятся первыми там, известными фотографами, там, операторами города Якутска. Но сейчас все равно есть момент конкуренции. Как вам удалось на протяжении вот этого первого вашего маленького юбилея все-таки держаться на плаву и еще и стать одним из лучших? Ну, это сложная тема. Но я считаю, что конкуренция, она всегда есть. И за счет того, что мы собрали большое сообщество ребят, молодых талантов, а также резидентов, которые работают, да, и им предоставили все, ну, максимально возможные наши ресурсы. Вот за счет этого мы как раз и в течение 5 лет существуем. Я бы сказал, что пространство – это, можно сказать, единственная такая творческая платформа, которая основана на бизнесе. То есть это в большей степени, конечно, бизнес, но за счет творческого сообщества и там, ребят оно именно существует. Вот. Поэтому дожили. Сколько у вас работает человек в вашей команде? Ну, сама команда «Пространство», она большая. Если посмотреть в группу, которая в WhatsApp есть, называется «Пространство», то там порядка 70 человек. Вот. А непосредственно людей, которые работают в пространстве и получают там, ну, как бы непосредственно работают в пространстве, их порядка около 25. Вот. А сколько стоит пройти обучение молодым фотографам? Так, они могут как бы довольно-таки бесплатно просто захотеть и как бы войти в это сообщество. А также, если не очень хотят научиться этому уже как на курсах, то это, конечно, около деньги стоят, но немало. Все, я захотела. Как мне прийти и показать, что я действительно достойна того, чтобы стать частью команды? Ну, это упорство в большей степени. Это желание. Я бы сказал, такая история одного фотографа, Антона Кондратьева, который просто вот в течение там, месяца-двух просто стоял у стенки. В ожидании того, что как бы что-то скажем, перепадет? Да, что-то куда-то перепадет и так далее. Ну, это грубо говоря, но по факту, да, он просто вот приходил в течение месяцев и просто тусил с нами. И сейчас он известный фотограф в городе Якутске. Алексей, даже я в прямом эфире про это сказал. Вот. Алексей, поздравляем вас с первым маленьким юбилеем. Спасибо. Желаем же и вам следующих лет дальнейшего развития, конечно же, ну и творческих успехов, ну и, конечно же, разрастания вашей творческой команды. Большое спасибо. Мы двигаемся далее. Прямо сейчас к нам присоединились коллеги из информационной службы. В Якутске зафиксировано превышение концентрации диоксида азота в воздухе. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Якутии. По другим 7 показателям превышения не выявлено. Рекомендуется использовать увлажненные маски, респираторы, изолировать влажной тканью оконные и дверные проемы. По возможности использовать кондиционер, минимизировать пребывание на открытом воздухе, ограничить физические нагрузки. Людям, страдающим хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей,
в Минздраве рекомендовали не сокращать дозировку лекарственных препаратов, а при ухудшении самочувствия незамедлительно обратиться к врачу. Пациентам с повышенным артериальным давлением нужно измерять его не менее 2 раз в день. В экстренных случаях также следует обратиться за помощью к медикам. Для лета в Якутске характерна жаркая погода и относительно небольшое количество осадков. Июль текущего года уже перебил среднюю суточную температуру на несколько градусов. За последние 2 недели столбик термометра не опускается ниже 30. Между тем, жара таит в себе множество опасностей и может не лучшим образом отразиться на состоянии здоровья. Духота преследует людей в офисах, собственных квартирах и на улицах. Что нужно делать для того, чтобы жара перестала диктовать свои условия и человек смог от встречи с летом получать только положительные эмоции? Такой вопрос задала наша съемочная группа жителям Якутска. А спасаться? Элементарно, ребята. Приходите к воде, к водоемам. Вот. В солнцепик не надо, потому что и так жарко. Вы понимаете, 35 аномальная жара. Вот. Побольше пейте, поменьше ешьте жирного. В доме с кондиционером включенным, разве что. А так особо ничего не помогает. Ну, если горло позволяет, мороженое покушать и дома лежать в тени. Что дождь, что жара, все это необходимо нам и нашему организму. 95 лет отмечает Государственный пожарный надзор. В течение этих лет сотрудники занимаются профилактической и предупредительной работой с населением по пожарной безопасности. В отделении Устьялданского района работают 3 сотрудника. В этом году произошло 12 техногенных пожаров. В целях предупреждения пожаров и гибели людей на территории жилого сектора проводились профилактические работы. О мерах пожарной безопасности проинструктировано около 4500 человек. Сегодня с уверенностью можно сказать, что Государственный пожарный надзор МЧС России – мощная и результативная система предупреждения и профилактики пожаров и реализации эффективных мер по защите населения и материальных ценностей от огня. На сегодняшний день отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Устьялданскому району служат 3 аттестованных сотрудника, важнейшей задачей которых остается обеспечение пожарной безопасности и профилактика пожаров. Крупному ювелирному алмазу весом 56 карат, добытому на трубке «Юбилейная», дали имя Героя социалистического труда Кирилла Попова в рамках проекта республики и компании «Алроса». 100 именных алмазов к столетию ЯССР. Кирилл Егорович Попов родился в селе Нюрюктя Ленского района в 1917 году. В 1971 году ему присвоили звание Героя соцтруда. Также Кирилл Попов был награжден орденом Красной Звезды, орденом Ленина, золотой медалью «Серп и молот» за вклад в развитие лесной промышленности и многолетнюю добросовестную работу. Проект реализуется по инициативе главы республики Айсена Николаева совместно с компанией «Алроса». На этом у меня вся информация. Козленок из Новосибирска учится передвигаться на ходунках. Российская Федерация. У 5-месячного нубийского козленка из Новосибирска по имени Федор необычная судьба. Малыш с первых дней борется за жизнь, а недавно стал осваивать новый способ передвижения с ходунками. По словам ветеринарного врача клиники доктора Айболит Елены Евсеевой, которая взяла шефство над парнокопытным, Федор родился в конце февраля в лютые морозы. Малыш был чрезвычайно слаб, однако женщина решила выходить животное. Евсеева призналась, что у нее не было опыта лечения козлят, тем более с необычным для парнокопытных диагнозом. Однако женщине удалось найти информацию по лечению заболевания щитовидной железы. Было принято мною решение лечить его как кошку, потому что на тот момент он был очень маленький по размеру именно с это животное. И дозу он принимал именно при этом заболевании, и алгоритм лечения был именно как кошку. Лечение дало результат, то есть животное где-то через месяц, через 1,5, относительно было здорово, все результаты у него были крови в пределах нормы. Елена, которая привязалась к козленку, приняла решение в прямом смысле поставить животное на ноги и заказала для него ходунки, которые обычно используют для собак с атрофией конечностей. За несколько недель козленок привык к новому средству передвижения и начал активно использовать его для изучения окружающего мира. Получив большую мобильность, любознательный Федор стал много времени проводить вне денника, а также знакомиться с лошадьми. Евсеева призналась, что теперь за резвым козленком необходимо постоянно следить.
следить, чтобы малыш не получил травму при общении с крупными животными. Герои нашего следующего сюжета получают максимальное количество гормонов счастья и удовольствия от повседневной рутины. Скучать им не приходится, ведь у них большая семья. Конечно, это множество забот и хлопот 24/7, но еще и больше повода для радости и гордости. У семьи Моисеевых из поселка Серебряный Бор 5-кратное счастье. Так что семья – это про них. В их гостеприимном доме побывала Тамара Игнатьева. У Моисеевых все домашние дела спорятся. Резать салат начинает Настя, а следом еще 2 пары рук. 4 девочки и 1 мальчик. О таком счастье Светлана с мужем и мечтать не могли. Там, где 1, там 2, там 3 и так далее. И вообще мы мальчика ждали. Вот у нас 5-й мальчик, поэтому мы уже вроде как это самое. Хотя муж у нас решил не останавливаться на этом. Поэтому дети это прекрасно. Я их обожаю. Они такие интересные, все разные. Ой, это просто чудо. Культ детей в семье прививается с пеленок. Сами малыши недавно только заговорили, а уже нянчат своих детей и мечтают о собственной большой семье. А у тебя сколько детей будет? 10. У многодетной семьи свое подворье, где что только не растет. Витамины можно кушать прямо с кустов, а осенью все это будет закатываться в банки. Огурцы мы едим постоянно, ухаживаем за ними. Их много, потому что детей много любят. Это арбузы. Еще не срывали, но надеемся, урожай будет неплохой. Дети с радостью помогают ухаживать за огородом. Даже у 2-летнего Добрыни есть желание помочь с поливом. Одна одно сделает, другая другое. Сильно не нагружать. По мере возможности. Со старшими, конечно, построже надо, это самое. С младшими найти уже более-менее язык общий. 14-летняя Настя сейчас за старшую. Девочка днем подрабатывает в местном магазине фасовщицей. А самой старшей Ирины, студентки технологического колледжа, дома не было. В скором времени она готовится стать мамой. То есть у Моисеевых в ближайшее время появится уже первый внук. Будущий дедушка сегодня на смене, поэтому дома мы его не застали. Рецепт вкусного ужина мы у хозяйки не успели спросить, а вот секретом семейного счастья Светлана с радостью поделилась. Самое главное, это муж, самый главный. Главное, что если он решил, надо уж сделать, как он. И тогда будет лад. И с ним лучше не спорить, потому что сколько я убеждалась, что он всегда прав. Пусть в этой большой и дружной семье всегда будет так же светло, весело и тепло от солнечных улыбок. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерінгрі. Вот такой вот доброй новостью мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. Друзья, пусть ваше настроение тоже будет добрым и солнечным. Хорошего вам настроения. Встретимся в следующих выпусках программы «Утро Якутии» на телеканалах Якутия-24 и НВК «Саха».